Привет всем! Сегодня второй выпуск первого дубля. И сегодня рядом со мной, я бы сказал, студентка МИСИСа, активистка мода Айтал и, наконец, просто красавица Таня Лукина. Привет, Таня! Привет! Скажи вот на камеру привет, всем привет! Всем привет! Итак, первый вопрос, сразу приступаем к вопросам. Мы должны снять очень быстро, потому что людям не нравится смотреть целый час. И вот такой вопрос. Откуда ты родом и несколько слов о семье? Я родилась в Якутске сама. Родом у меня родители из Намского улуса. Выросла я практически в Намском улусе, потом впоследствии переехала в Якутск. Там училась? В Намске? Намск училась, до начального класса училась, потом переехала в город. Там училась во второй школе, один день училась в 17-й школе, один день училась в 26-й школе, в авторке хотела еще учиться, потом поступила в вторую школу и там проучилась 2 года. Так. И после этого поступила в республиканский лицей на А почему ты так один день училась, потом ушла куда-то? Не понравилось, что ли? Одноклассники не нравились. Как? И ты просто за один день сразу могла сказать, что мне все это не нравится, я ухожу? Это было совсем... В 17-й школе я помню то, что я один день пришла на учебу, у меня одноклассники по партам бегали, как-то это для меня было шокирующе. Я решила, что я тут не хочу учиться, вот пришла, точнее после этого пошла во вторую школу, она там училась. Хорошо. Теперь о семье. У тебя есть брат, по-моему, да? А еще кто там есть? И кто родители? У меня мама, ее зовут Матрена Ильинична, она экономист. Вот. Отец умер очень рано, когда мне был год. Вот. Воспитывали меня моя тетя и моя мама. Но больший вклад в мое воспитание со стороны тети было. И со стороны мамы, конечно. Я думаю, что они меня очень хорошо воспитали. Всегда все у меня в достатке было. И я им очень благодарна за то, что я сейчас такая. И я их очень люблю. У меня также есть младший брат, его зовут Саша. Он сейчас студент, учится в Екатеринбурге. А также у меня есть бабушка, которую я очень люблю. Она тоже очень много сделала для меня. Она в детстве, когда мама очень много работала в Улае, и моим воспитанием тоже бабушка занималась. Хорошо. А вот какие у тебя отношения с братом? С братом у меня хорошие отношения. Вы как одногодки, сестра, брат? одногодки почти что. У нас разница в 1,5 года. Сначала, конечно, у одногодок, я думаю, что есть такое, что в детстве постоянно деретесь, ругаетесь, потом, со временем, уже когда повзрослее становитесь, взаимопонимание варбалар. Вот. Раньше я с братом, как кошки с собакой были, а сейчас он намного меня старше Яганыва. У девушек, по-моему, такое есть. Нет, он, не знаю, он у меня сейчас уже как моя стенка, спрашивает, как дела, если я говорю, что у меня вот так случилось, он сразу говорит давай вот так, он всегда поддерживает, он меня направляет, и он всегда говорил, что он меня старше, по идее. Я думаю, что он действительно меня старше. Поговорим о университете, институт стали и сплавов. Ты, смотри, бакалавриат окончила там, да. А в магистратуру поступила туда же. Да. Хорошо. А ты планируешь работать по специальности? По специальности скорее нет, потому что если я буду работать по специальности, я хотела устроиться на работу по специальности, но сходила на собеседование, но я пошла в завод московский и посмотрела, какая там обстановка стоит по ладе. Мне это совсем не понравилось, потому что там даже техника им бартыки жалспа, это
Старое все. Старое все, хэп. Антон, мин хидера олонка хаям диханаудым бэм замыкай сигналы. Меня более что-то яркое привлекает, чем старое игнде пагуд. Я решила то, что, ну, как бы, и завод это постоянно, каждый день одно и то же делаешь по ладе. Я думаю, что не буду работать по специальности. А тогда почему вот не поменяла магистратуру? Антон, там вопрос стоял, поменять, не поменять магистратуру, но Джоннорум это не меняет, Джоннорум докторнан советторнан барбутун. Понятно. Тогда сейчас вот город Москва. Насколько тебе она нравится и любимые места в Москве? Москву я люблю, потому что это очень красивый город, это очень энергичный город, это очень, ну, Россия это самый крупный город по Ладе, тут есть все, чтобы человек мог развиваться, тут даже вот если посмотреть парки, можно куда угодно взять и выйти прогуляться, тут Москва, там центр, Антон, все там такие, они торопятся, будто постоянно здесь, но мне тут комфортно, потому что я могу там, например, если внешне взять, могу взять как угодно, одеться, выйти, как мне комфортно в Ладе, и люди на меня не будут смотреть, типа, ой, такого не будет. Тебе тут воспринимают таким, какой ты есть, ну, я думаю, Ольга, в этом мне очень нравится Москва. А вот в Питере была? В Питере была. Можешь сравнить Питер и Москву? В Питере я была только один день. Для меня этот город, который только типа впечатление на Ладе. Он мог посмотреть на достопримечательности, и так оценить не могу. А вот хочешь остаться жить тут или хочешь вернуться в Якутск? В Якутск я вернусь, потому что меня все равно тянет к родным, и мне пойду химер на как бы она должен пока пользоваться всем, что тут есть, но как бы тут все равно не твой дом. Окей, тогда ты после 6-го курса поедешь обратно в Якутск. Понятно. Теперь вопрос про мод Айтал. Ты там самая, наверное, яркая активистка, я думаю. И вот как ты туда пришла первый раз? И что тебя вот подтолкнуло туда пойти? И какие там твои первые идеи, мероприятия, которые ты там провела? Мода Айтал. Начну с того, что в школе я была членом правительства. Мы там сами все организовывали, мероприятия все сами делали, сценарий писали, утверждали, оформление, но это мне нравилось в школе. И как бы постоянно занята хиджар в Ирландии, школа, мероприятия, Олар итэмэм нехаварыда. Антон басты Курска Москва канам барамын хаяутым. Тыппытым мяна, естественно. Антон город большой, интернет, интернет не выходила из общаги? Ага, не выходила из общаги. Типа Макдональдс, я набрала там очень много килограммов. Вот. Антон такая общага, универ была, где он на калямбаранга мяна хатаган. Но я уже себя находила не стала, еще иду чувствую дава поводу. Но потом нам говорили то, что вот на первокурсник Питера мода Айтал бар индиан, она из Танхабутом, она записалась по идее в этот. Это на втором курсе получается? На первом курсе. На первом курсе. Она записалась, когда меня инхаб, она Антон надо покажем. Потом наш общий друг Николай Арнольд, он со мной поговорил. Типа, Таня хайдах ману бола хаджаны индевида. Мы с ним вместе в правительстве были, да. Ману кыспотахым баттайн, того ману кыну бахачтаганы, давай действуй, да. Это когда? Это на втором курсе. Оно, да, как же ману пахалага индианаудум, она собрание бар бутам Айтал кенигер. Кими да билбет пейнин, бэм тиян каллемигин, она собрание волла, оно лахан бая. Антон ол времена лахана голар боллай бары, Капырин Миша, Капырин Аня, Шилова Вика, олар баллара
Саша Вара, Мансуров, Артем Иннокентьев. Валентин был? Валентин Ильин, ага. Ну вот такой. Я помню то, что мы зашли в малый зал, она кирбитим, она аларнан кассетин, она истел роль была не туда, а там, о, ханал кискальбит индиектор, она туран бисиннери, бисиспитим. Антон, короче, бәрін тоқтарын кәфістен керен бардақтары уже бәрін білер жондар. Оны мен хатан кирбекке алар бутум, антон тора проекттар әппеттерәһә, оны фотоохота дейіптірі. Оны мен илевин умутум, онда давайте фотоохотаны лынным дейбін болута. Оны Сашалын улбуппут Мансуров. Онна иккен фотоохотан урбуппут. Это был мой первый проект в Италии. После этого уже мигин маннык. Антон хин маннык поручение алыхкан тохтахын, ин олы хин аннык же кирабут Айталга. А так, Билигин, вот откуда у тебя вот такая мотивация и самоотдача? Вот мы видим тебя сейчас везде, вот во всяких мероприятиях Айтал. Вот просто Таня везде. Ну, просто, во-первых, я не люблю сидеть на одном месте. Мне нравится что-то делать. Но все равно, когда было не мероприятие, все равно мероприятие, оно он куда было, ну так, если сказать. Но лень, а я кикала на хомаягон, постоянно джонартон и так, хайда хаста, инде пагуду. Лень, стараешься всегда, чтобы было хорошо. Но, не знаю, мне нравится, когда люди приходят, что-то делают вместе, инде пагуду. Вот эти был же турслет, это же чисто, по-моему, твой проект. Или... Нет, это Иннокентьев Артем проект. Ага. Антон, он уже сейчас отошел от дел. И проводите вы. Ага. Да? И что, как в этом году планируется? В этом году турслет будет 6-7 июня на том же самом месте. А что-нибудь будут какие-нибудь нововведения? Да. Был станциялар обычно у нас, был ремонт один, потому что желающих много было. А в этом году тоже будет 12 станций, но барднуларда вот категорически дейбі. Хорошо. Теперь Туярмако прошел. И насколько он прошел, по-твоему? На каком уровне? Туярмако. Мне всегда было интересно Туярмако, но в этом году я думала, что со стороны но потом я как-то организатор была. Вот, Антон, это был первый год, когда мы делали без Фекланы, Насти Степановой. Они обычно все на себя брали. А в этом году мы сами с Туярой Евсеевой, практически Лада Барашкова, Аня Дедюкина, Полина Захарова была там ник была хая, потом на туспарах на спонсоров тен, на организатора ден, я спонсоров искала. Это сложно было искать спонсоров? Во всех мероприятиях сложно искать спонсоров, потому что сейчас кризис, именно все равно никто денег не... Ну, деньги не валяются в Ладе, но все равно какая-то отдача за них должна быть в Ладе. С нашей стороны это реклама. Понятно. А вот в таких мероприятиях почему сама не участвует в том смысле, как участница Туярмако? Туярмако, да. Ой, честно, это не для меня. Да? Ага. Антон... Почему, боишься или вообще нет интереса к этому? Антон, конечно, интерес есть по Ладе, потому что Баретеллер, то, что вот Кыргызстан до того, как они участвовали, после того, как они участвовали, сама Тухтарат оценкаларатын дилер. Мен сама оценкам кара. Для такого конкурса нет. Нет, а у твоих друзья, там, знакомые говорили, что давай, Кытын, там, мы тебя поддержим, говорят постоянно, да? Ну, когда Туярмако, нахакрахивай Кыргызстан, инкаталладьяна тахтами. Окей. Теперь о землячествах. Вот вы проводите землячество, там айпати было, потом еще что-то, школьный голден Индия. И вот как это организуется? Вот это все. Вот, допустим, я ничего не знаю. С вашей стороны это что? С нашей стороны, ну, вечеринка была. Вы договариваетесь находишь там... место, находишь. Рекламы тагын, оголору мухагын, кабитерин кенттен уже, ну, как бы собираешь деньги, входа, все такое. Но это сложно, потому что в последнее время я уже отошла от этих дел, потому что, ну, это вот последнее делали вот
по идее, недавно ты ярмарку кинул, но это из-за того, что, ну, как бы торга автопати надо, нам надо было деньги собрать, потому что мы все равно на конкурс чисто собственными силами в этом году проводили, даже никаких денежных этих не было, как бы нам нужны были деньги. А как там договариваетесь вот со всякими клубами? Через людей? Нет, вы же там же обязательно вы должны привести сколько-то народу, сколько-то отдать, там, как там вот финансы обстоят? Ну, это через людей мы находим клуб, на кинер уже бәлерін условияларын өтілер, но мы пытаемся условияларға кирехаты быть. Тағадан килбәтәхбітна уже это утром под утро разговоры бывают, то что вот условия тағадан албатудут, хайгиты идем младше. Вот сейчас ребятам, например, вот ребята, наверное, думают, то, что вот землячество проводит, все такое, вот этого не стоит делать игнаутом, потому что все равно, я негатив то, что вот ночную тусу я много это про себя слышала, но как бы мы делали землячество не для того, чтобы люди приходили, но я уже им не куда мерба планги, я просто им организовываю площадку, на которой они должны пройти в лае. Но как бы и на пьяных людей смотреть тоже это неприятно, очень не стоит проводить. То давай теперь Михистар стороны Каши про своих студентов, однокурсников, одногруппников, может быть, друзей по общаге. Добрый дар, отзывчивый дар, где-то бенчика хахагодалар, агугонгадылы быгалар даже. Но хамай активный дар блин, дискурста, таддис на мин кджаластартан илки. То мен он настагая хагала бар битхак. Вот для блин бихи основной костяк полничават. Мероприятия лагаим бартер активно участвуют, постоянно шашлыкуют, хайюют. Он на МИСИС как бы все равно только крупный вуз, оголора не варта курдоба, еще бас оголорта, ничего тохтарда оголор калиттер, он на химбер тохпут такудур тохпут волнавут тангеха болехин, бэбэбит нөйтүгүт, хайын боллагана уже площадка тахана нювут, инде па хаккан урттык баламна намет хаячыбы деген хаб местелхаллар инде тахайлар инде. О, но бияха бар, семья ден тохтул бар, хабна тохарамета над яргы нахнаин бэбэбитин туган батык бурсан хайыбыт инде. Оны маны үйрәтә бейдинде па гудук. Мен, например, оголарга типа туда канарам хокулана бардут харцка жара инде хаячу, тunda баран харцка жара барабы тугара или клюти барабы ахи барабы па гудук лехин шуйдар. Я вспомнил, вот у тебя было где-то анонсирована какая-то квест-игра. Было анонсирование, а ты это провела или нет? Нет. Почему? Я это ждал, я хотел туда пойти. Ты это ждал, да? Да, я это ждал. И думаю, многие это ждали. Прям жесткая была такая, жесткий анонс был, типа, не сидите на месте, короче, вот, типа, число месяц будет, приходите, типа. Там, короче, в этом году мы в Красноярск ездили с Аней Поповой, мы перед тем, как поехать в Красноярск, мы за свой счет поехали, но мы думали, что весь игру можно провести. Там мероприятий вообще никаких не было, мы не любим, когда такой застой, что мы, типа, и мы расслабляемся, и студенты расслабляются в лае. Мы подумали, что можно там по 100 рублей скинуться, пакудук на призы, все такое, как бы провести игру, квест, там соберем 10 команд, там по 100 рублей, короче, себе по 1000 оставим, а остальным как бы призы, по идее. Но потом... Не смогли, да? Не смогли, потому что времени не хватило. Как бы мы с рекламой затягивали, по идее, потом так затянули, что уже невозможно было как бы провести нормально, собрать команду. Окей, а тогда вот сразу такой вопрос. А есть ли еще вот в Айталии вот какие-нибудь такие идеи, которые витают в воздухе, но никто не может это реализовать? Или не удается просто? Вот это нет. И какие есть хорошие идеи? Нет. Я помню, от Борисова ты получила iPad. Давай расскажи про это, и как туда ты съездила, выступала, какие ощущения были вот, при получении такого подарка?
мне сказали просто прийти на это собрание. А где это было? В Поспредстве. Ну, Таня обязательно каляр день сообщение кальбида, короче. Я такая, ну, хорошо, дягана утум кальбидим, она мне Вика дала текст, короче. Вот, я его... Это выступление перед президентом Булайди в то время. Она, короче, просто волнуйся, потому что доктор балларда. Ну, важные личности балларда. Но ворован. Тылым каллайн, опять хагалаутым, хатана пятагам тудагана шудик. Потому что текстом уже расплывчатый была, вот игра очень накладно, теверин но турбутым она, короче, убытым, хаялтым на, ну, бэм хагарым дем баран хагарбутым она, битэх текст тум типа, бэм ободрение хосту гора тех канада инди ханаутым она типа, надеемся, что вы маннек, только надеюсь, и мы молодежь надеемся, что не оправдаем ваши надежды. Девятым зал бартык любите вообще, конечно. Ну я такая жестко сокуттамутым. Того кулялары не надо то куда. Вот именно там типа. И ты тултан не оправдаем ваши ожидания дентем ланхаястен. Емин. Извините, им дям бэбо будем, как всегда, конечно. Я хотела сказать другое, я перефразирую, да, вот он олорбутум, он, короче, Таня, это как всегда, ты говоришь, тупиганный, не олорбутум. Антон, вручение этих 9 тера, айпадов, студентам, 9 тера, выпускникам, делента. Я понимаю, был выпускник по ламде. Ну, ровно. Хана карбит миссис он тлярин, Антон, даем билер еще его отрепетера, Антон, арай. Минатом каллейна. Я такая, надо сахибутум, вообще обычно не при параде, им барбутум мяне, просто вообще полосатый, там синди пойду. Жена бара костюмная, не тлярина, а все тоже ден, алан, краток позордан, алан, позордан, муту именно. Ча ок, и мне барам барбутум, на президент доктор бутум, хай бутум, это был очень хороший момент. Точнее, было приятно очень. На хадара все равно вау, диханау, то он ее репетимает, да, теперь. Теперь личная жизнь. Давай. У тебя есть парень? Нет. А там личную жизнь я бы не хотела. Нет, просто затронем вот, немножко. Вот. И ты сказал, нету парня. А почему нет? Сразу такой вопрос. Ну, не знаю. Антон, у меня критериев, по идее, немного, но просто все равно я еще такого человека еще не нашла. Ну чё, у Тани, у кино нет парня. Пацаны, мне стыдно за вас. Да. Что это такое? Она ходит одна. А того не то, чтобы одна хожу, им просто все равно я хочу найти такого человека, который один раз и все, я пойду. Ну, как бы, и потом вместе с ним расти, я пойду. Да, вот именно, не надо ждать кого-то, кто отвечает на твои вот эти требования. Ну, смотри, ты выбрал кого-то и развиваетесь. У меня, по идее, требований нет относительно. Не, а почему тогда такое происходит? Вот, нет требований. По-любому там кто-то подкатывает, но он, наверное, получает отказ или что там. Ну, по идее, вот я через социальные сети я не общаюсь. Потому что все равно это как-то... Потому что я, например, она пошли гулять, я с таким человеком не пойду, потому что я его не знаю. Мне надо с ним быть лично знакомым, посмотреть там какие-то его... поступок, надо. Значит, это будет человек из области... Мы с ним давно знакомы, это мой друг, или что-то, он проверенный человек, что-то такое, да? Ну, не знаю. Антон, конечно, он мой старый друг, и он был, но я его должна лично знать. Я должна знать, когда ситуация на свидание не ходишь? Просто вот написал парень, пошли куда-то, отказ. Не ходишь, конечно. Да? Окей. Теперь группа подслушана. Вот помню, в прошлом году о тебе очень много писали, хорошего писали, плохого писали. И вот, по-моему, там очень много парней там пишут про тебя. Да. Типа, Тане Лукина понравилось, если у него парень, вот это. Это все. И
кто-нибудь после этого добивался тебя прям Вообще, оттуда? Коля, ну как-то нет. Я же говорю, я не общаюсь через социальные сети. Да, Коля, так что даже если писали, я, наверное, просто открыла сообщение и все было. Окей. Ну, тогда вот такое, к плохому перейдем. Пишут, ну, писали, Лукина бесит, вся такая на позитиве. Наверное, это пишет какая-то девушка, да? Или Ну, кто, я не знаю, кто это пишет, вряд ли парень. Как ты к этому отнеслась? Честно, отнеслась я плохо, да, потому что я помню период, когда обо мне очень много как бы ты пытаешься людям мероприятия там как бы кимниндан куханы кепсепепи не хаялапындан но ладнар кухамбаны хурьяхларын хотя они меня, например, даже и не знают по ладе. Нет, да вот именно даже странно, да, как позитивный человек может кого-то бесить? Или... Я не знаю, какие люди есть. Каждый человек от этом ладе. У каждого на уме что-то другое в ладе. Но как бы настроение портить другим людям тоже не надо. Мне всегда говорили, вот если у тебя плохое настроение, не порти его другим человеком. Если у вас плохое настроение, не портите настроение другим. Окей, вот писали Хавров, походу, тайно влюблен в Лукину. Прокомментируй вот это. Я это прокомментировать не могу, потому что... Нет, а на пустом же месте никто не будет такой писать? Ну... Вас там вместе видели или что? Почему такое написали? Это в какой период было? В прошлом году. Честно, я не могу припомнить такого, что... Ну, конечно, я читала то, что Хавров и Лукина, и не пара, да, но на пустом месте, честно думаю. Это на пустом месте, это да? на пустом месте, ага. А вот есть похожая тема, ты и Данилов Андрей. А там что? Данилов Андрей, он мой очень хороший друг. Друг? Ага. Они могли так подумать. Ну, это тоже на пустом месте. Нет, ну, это вы, девушки, так говорите, типа, он мой друг, там, френдзон и все такое, это же вы придумали. Нет. А что, если у него там что-то не такое, понимаешь? Нет, мы как с ним, как брат и сестра, потому что он еще мой, точнее, лучший друг моего брата. Ну, один из лучших друзей моего брата. А ты не думал о том, что он может не думать по-другому? Нет. Нет? Окей, вы просто друзья, да? Да. Теперь сейчас вопросы от зрителей. Каким ты представляешь своего будущего мужа? Ну, кратко пиши. Мой будущий муж, он должен быть моей стеной. Потому что я, по идее, человек слабый. Потому что я воспринимаю, но если он будет, например, если у меня плохое настроение, он должен быть моей поддержкой. Он должен мои какие-то там цели, задачи тоже он а все остальное как бы уже сами ну, я как бы со своей стороны тоже буду стараться все делать по ладе. Но главное, чтобы он меня оберегал. Ну, моя стена. Хорошо. Любая сильная девушка мечтает быть слабой. Это так, да? Антон, нет, не то чтобы. Просто человек все равно потом эстер болан деп байна. Хорожонор тоттор хатан маннык хайылар, перешагивайдылар, характер хох. Он все равно должен быть человек, который должен тебя поддерживать и ханил. Окей. Второй вопрос. Как ты относишься к child free? Ну, типа, child free это, по-моему, без детей. Хох. У тебя же будут дети? У меня будут дети. Сколько детей планируешь? Ну, сына и дочку точно, но потом посмотрим. Потом посмотрим, Ну, я хочу очень детей, потому что дети — это цветы жизни, кончикты. Третий вопрос. Кто будет начальником у тебя в семье? Ты или муж? Муж. Хорошо. Такой вопрос, четвертый. Делала ли ты европеизацию глаз? Нет.
Нет, не делала. Скажи в камеру, нет, не делала. Нет, я не делала. Пятый вопрос. Почему у Лукиной постоянно недовольное лицо? Я не знаю. А кто так пишет? Кто-то пишет, да. Вот. Точнее, я недовольное лицо, честно, не могу сказать, потому что я всегда думаю, что я улыбаюсь. Ну, пишут, типа, недовольное лицо, на фотках, может быть, где-то там получается. И еще говорят, стервозное выражение лица. Есть такое понятие. Стервозное выражение лица. Но на фотках я все равно по-другому получаюсь, чем в жизни, во-первых. Во-вторых, ну, они, наверное, меня застали в тот момент, когда я была злая, была просто. Мой стервозный. Нет, я от себя скажу, что в последнее время у тебя очень позитивные фотки. И на Аве, и везде. Очень хорошо получается. Спасибо. Очень красиво. Вот. А ты узнала, кто сделал тебе подарок вот в игре «Тайный друг» перед балом, по-моему? Да, я знаю. Знаешь, да? Да, я знаю. Окей. Любишь готовить? Какие любимые твои фирменные блюда? Готовить я люблю. Точнее, я люблю вкусно кушать. Но приходится готовить. Приходится готовить, чтобы вкусно кушать. В прошлом году я ребятам им готовила. Ну, бывает, когда время есть, но я готовлю. Но в общаге у нас как бы условия не совсем хорошие, чтобы постоянно готовить. У меня, например, кухни нету на этаже. Мне приходится спускаться вниз. Но сейчас уже как бы лето близко, надо правильное питание соблюдать, и, наверное, я уже готовлю. Но я не готовлю выпечку. Потому что... Потом научишься. Нет, я готовлю дома, но не тут. Потому что тут, тоже тут не получается. А какие вот эти любимые блюда? Фирменные прям? Ну, фирменные... Есть что-нибудь такое фирменное? Фирменное от Тани? Фирменное... Я обычно делаю блюдо с курицей, ну там курица с сыром, с картошкой, небо запеченная. Ну или же делаю там пиццу, постоянно делаю. Пиццу? Хорошо. Теперь блиц-опрос. Быстренький такой блиц-опрос. День или ночь? День. Кофе или чай? Чай. Стали или сплавы? Сталь. Москва или Якутск? Якутск. Кроссы или туфли? Кроссы. Nike или Adidas? Nike. Apple или Samsung? Apple. Семья или работа? Семья. Все. Вот на этом наши вопросы закончились. И интервью тоже мы вот пытались сделать максимально быстрым, поэтому подводим итоги. Все, что хочешь от себя сказать, то, что мы не спросили, передаешь приветы. Подводим итоги. Подводим итоги, да. Ну, сейчас спасибо моим друзьям, спасибо моим родным за то, что я такая, ну, сейчас такая, какая я есть, а друзьям за то, что они меня всегда поддерживают. Туда гыннардым кинер мин өйтүләр на бардым үчеләре багаралар. Я онда меха гаякта барыстакпы, Билиска чугас, аларга бараларгар. Онда аттылар багаларын мактанау нагай, онда хас случай бар болун даганы кайхатым. Онда тугара мәна хурыйокпун ха, билетүн тегенекпун ха, бана. Химбер токтян догурда худен тохпайдем. Временной багай тох явление диханыбын, но ки жумян товархын диханыбы болана, тутан халахта холен. Хүдән халахына бир ки хамаяр, онда аны үз бәдәме хүдән халын һәм ан 15 ел бу хәбиләр киһин алатын балаларын һәм булайды. Холен мин җанор алтарсын китә бараларын китә аны. Тора болла даганы һин Суриян хаяхпын ин һәм. Дәмбер мен обычно на занятой блачен. Телефонга ин алар блачен, кимер китә хурыса һәҗер блачен ин олен. Киндер постоянно мне кажется, так на данный момент алар блачен һәм, но они меня очень хорошо понимают. Бог не хага җитте на лахтен әйдибләр. Кыгран ин барал баттарым. Постоянно товар баллар, доктор махамахтанау һәм. На огларга Маннык аттыгытар кыжык аттыгыт үчөй жандар бар блоктактар, онда багат эгү санагы тара рас блоктак, барта табылды яханактак, онда хасыны күнүм кыжыкты үчөй болодан токуйлоктак хат. Үчөна багат таны ханагытыр, онда состояние үчөй болар. Онда йөрөк ада хажактак.
Хумурыки химбир тулана хадан хаяват, постоянно улыбаетесь, может даже кто-нибудь влюбится в вашу улыбку, янбарбта. Студенттар Айталга калин. Айталга Эльбахкинада. Это большая одна семья в Москве, в Аллаже, которая должна друг друга поддерживать. Именно мы должны быть одной силой. Мы студенты Москвы, Блин, вот Айтал состава уже катянарев. Олхин бихака хангалар надалар, хан нада, ханга идеялар надалар. Олхин ким дан хибере хитне маннык сохана галбат бягат калехтин нада бастыкы. Он бастан калехтна, мы вас поддержим, мы вас, кстати, не будем, вам уже будет хорошо. Студенчество агатны ган халыхт, мы манныкатин ген. Он потом уже мне первый дубль деньги коляна рохотом полой. А так, абитуриенты, поступайте в Москву. Это очень красивый, хороший город. Это очень теплый город. Тут очень много можно развиваться. Ну и гулять. Хорошо. Ну все, наш выпуск подходит к концу. С нами была Таня Лукина. И до скорых встреч. Смотрите нас в четверг, 21:00. Кого хочешь следующим видеть? Следующий гость? Кого нам приглашать? Вот как ты думаешь? Ну, я думаю, что нужны интересные ребята, конечно. Но я не знаю, кого именно, выделить не могу, потому что очень много интересных ребят, но на ваше усмотрение, Аллай. Окей, ну все, мы заканчиваем. Что сегодня вечером делаешь? Ничего. Пошли погуляем. Давай, все.